Добрый день, это актуальные новости из Абхазии, Георгий Митяхай. Еще год назад в Абхазии были заметны активные антироссийские выступления. Жители Абхазии выходили на улицы с акциями протеста. Абхазская оппозиция выступала против вмешательства России во внутренние дела в Абхазии. Все это даже привело к отставке так называемого президента Абхазии, которого обвиняли в работе на Кремль. Прошел год, и что мы видим? В Абхазии антироссийские выступления сошли на нет, на улицу никто не выходит, и даже в социальных сетях мало кто критикует политику России. Все это связано с тем, что Россия лишила гражданства лидеров абхазской оппозиции, показав, что в Абхазии у них есть свои доносчики, которые донесут до кабинетов в Кремле информацию о том или ином человеке, который высказывается против действий властей России. И в итоге даже население Абхазии уже напугано и не хочет лишаться дотаций в виде российских зарплат, пенсий и возможность ездить в Россию. Таким образом, политическое поле почищено. Но и сама абхазская оппозиция, конечно, тоже остановилась после лишения гражданства их лидеров, после введения термина «иностранный агент» в адрес абхазских журналистов, которые критиковали Россию. И в итоге создается такое информационное поле российскими телеграм-каналами, которые ведутся как будто в Абхазии, о том, что в Абхазии все хорошо, Россия всем помогает, деньги идут, туристы приезжают, самолеты летят, поезда идут, и все в валюре. Но это все абсолютно мишура, и за этой мишурой скрываются серьезные проблемы отношений абхазов и России. В итоге эти настроения, конечно, найдут выход на следующих выборах. И в итоге надо понимать, что абхазская оппозиция, может быть, сегодня молчит, но основные настроения в Абхазии в отношении России очень сильно изменились за последние годы. Не в лучшую сторону, потому что сама имперская политика России направлена на то, чтобы подавлять малые народы, в том числе и абхазы. Это были актуальные новости из Абхазии. Георгий Митяхай.